А в Мирном прошел ежегодный конкурс «Прощай, зимушка-зима». 10 спортивных этапов молодежи необходимо было пройти за минимальное время. Каждый этап – напряженная гонка и борьба за каждую секунду. Кто же стал обладателем главного кубка управления кадров акционерной компании «Алроса», расскажет Елена Бруй. На горнолыжной базе «Алмазная долина» сегодня проходят очередные соревнования «Прощай, зимушка-зима». Более 100 молодых специалистов акционерной компании «Алроса» выяснят, кто же самый смелый, спортивный и ловкий. Конкурсантов ожидают творческие и спортивные соревнования. А начиналось все с творчества. 24 команды состязались в конкурсе визиток. Задача – оригинально представить свое подразделение, используя актерское мастерство и креатив. Всего за 3 минуты в тематике российского кино. Лучше всех с этой задачей справились молодые специалисты предприятия «Водораздельные галечники». Вдруг внезапно апрель наступил, всех на старты он пригласил. Говорят, настала весна, только минус 30 с утра. Самое главное соревнование в конкурсе «Прощай, зимушка-зима» – спортивная трасса. В этом году организаторы решили учесть ошибки прошлых конкурсов и переделать основные этапы. В этом году дистанция на выносливость будет, потому что сложных как таковых этапов нету, тяжелых. Все этапы легкие, но в этом году дистанцию увеличили на многих этапах. То есть они длиннее стали. Ну, самое главное – выносливость. Выносливость участников будет. Погода благоволила молодым активистам. И лишь на первый взгляд спортивные конкурсы были шуточными. На деле они требуют хорошей физической подготовки. Каждый этап – это напряженная гонка и борьба за каждую секунду. 10 спортивных этапов необходимо было пройти за минимальное время. Учитывалось и количество штрафных баллов. Их можно было получить за потерю защитного шлема или заступ за линию старта. Несмотря на тяжелую борьбу и распределившиеся места, молодежь счастлива, ведь праздник спорта удался. Актив объединения молодых специалистов обещает, что следующие соревнования «Прощай, зимушка-зима» будут еще более запоминающимися.